Волосов-то бронзовая стала. Волосова, но сегодня показали, как она бедная. Ее что так жестко там, этот тренер, помнишь? Я не видела такого. Короче, там какой-то комментировал мужик, тренер, сказал, вечно ей не везет, вечно она, короче, там вся такая, вся красная, ее опустил, короче, бедную Волосову. Довела до такого типа состояния, команду подвела, вот так сидел и говорил. Из-за чего команду подвела? Ну, она, видимо, вела пассивно бой, а когда ведешь пассивный бой, тебе дают там вот этот шарик вытащить. И она вытащила, она говорит, мне никогда не везет, ей никогда не везет, она никогда синий типа шарик не вытаскивала. И она вытащила красный шарик и встала, короче, в стойку, ее кинули, и все. Вот. И не повезло. Ты что, снимаешь? Ну, наши что-то олимпийцы, ну вот Волосову сегодня увидели, так стало приятно, блин, как радостно, кто-то, кто-то. Еще сказали, вот наша Борица из Бурятии. Там Инна Степанова, говорят, 4-е место, что-то заняла в общем зачете. Ой, а вообще в целом наши российские спортсмены бедные, такие жалкие, несчастные. Каждая золотая медаль. Но сегодня вот художественница выходит, гимнастика, на них вся надежда. Держим кулачки. Ну а вообще спорт в Бурятии, я думаю, куча национальных видов спорта, борьба, лук. Люди все уважаемые в нашем бурятском обществе. Что-то там еще у нас есть девочка, знаменитая шахматистка, красивая очень. Инна тоже, не помню. Ивахина. Ивахина, да. Почему я все подсказываю фамилию? Ну, я же волнуюсь. Инна Ивахина. Вот. Это вообще тоже новое поколение, это какие-то новая формация, такая модная девочка, шахматистка мирового уровня вообще, конечно, нечто. Так. Ну, они, конечно, подают хороший пример молодежи, здоровый образ жизни пропагандируют. Ага, на Байкале хотят, кстати, построить центр олимпийской подготовки. Уже этот проект рассматривается, и то есть, центр реабилитации спортсменов самого После допинга. топ спортсперсонс там будут только, в общем, еще отдыхать с семьями, восстанавливаться после крупных соревнований и перед этими соревнованиями. Приезжала группа экспертов самого разных сфер, включая космоэнергетику, психологию, спортивные дисциплины. Они посчитали Байкал местом, может быть, единственным там в России, где чистое информационное пространство, и где можно снимать стресс очень хорошо. Вот. То есть наш спорткомитет работает, наш Бумбошкин. Что-то происходит в этой сфере, хотя я не специалист в этом, мало что в этом знаю об этом.